Совсем скоро, 4 декабря, у нас с вами пройдут выборы в Государственную Думу. И победа на этих выборах для нас, для нашей партии, естественно, категорически важна. Почему? От их результатов, я не боюсь этого повторения, напрямую зависит, какими возможностями будет обладать республика, сможем ли мы сохранить и улучшить динамику экономического и социального развития нашего региона. Почему я считаю, что это напрямую взаимосвязанные вещи? Только безусловная победа даст нам возможность получить дополнительную поддержку на федеральном уровне и реализовать многие важные и экономические, и социальные инициативы. А главное — сохранить стабильность республики, повысить уровень жизни ее жителей и конкурентоспособность нашего региона. В выборном процессе у нашей с вами республики есть одна особенность. Это небольшое количество избирателей. Несмотря на огромную территорию, мощный экономический потенциал и четкие перспективы развития. Поэтому только избрав ответственных и патриотически настроенных по отношению к своей республике, к нашему региону, депутатов Госдумы, мы сохраним этот потенциал и не позволим распылить его по частным интересам, не имеющим к нашим общим задачам никакого отношения. Сегодня у нас есть консолидирующая сила, которая обеспечивает политическую стабильность и реализацию наших социально-экономических программ. Это наша с вами партия. Единая Россия на протяжении 10 лет является главной политической силой страны. И не случайно именно Единая Россия имеет большинство в Государственной Думе. Важнейшие решения на федеральном уровне, и не только на федеральном, на республиканском, на местном уровне, принимает сегодня Единая Россия. И в следующем созыве Госдумы, в российском парламенте нам нужны депутаты, способные достойно отстаивать интересы республики. Я с уважением отношусь к позиции наших оппонентов. Но я считаю, что предлагаемые ими пути развития не соответствуют сегодня интересам страны. Кто-то забегает вперед, кто-то безнадежно отстал от жизни, и это факт. Некоторые вообще далеки от насущных проблем и задач сегодняшнего общества. И я считаю, что на сегодняшний день только программа «Единой России» и Общероссийского народного фронта является самой актуальной, взвешенной и ответственной программой действий. Живая и работоспособная программа, без особых лозунгов и баннеров, но самое главное, она готова к реализации. И наша задача не допустить, чтобы то, что мы создавали все вместе, осталось лишь в виде проекта. Но для этого, уважаемые коллеги, повторюсь, мы должны избрать в Государственную Думу максимальное количество депутатов от республики. И это задача номер один. Мы готовы воплощать планы и реализовать важнейшие для республики проекты, сотрудничая со всеми политическими и общественными силами, вне зависимости от позиций. И в первую очередь об этом свидетельствует работа Народного фронта. Я хочу сегодня отдельно поблагодарить тех, кто откликнулся на призыв присоединиться к Народному фронту. Выступить с предложениями, которые направлены лишь на одно – существенное улучшение жизни по всей республике и по всей стране. Я не буду подробно сегодня говорить о нашем предвыборном списке. Единственное, что я хотел бы сказать, что мои коллеги, кандидаты Единой России, это люди достойные и не случайные. В конце августа партия провела, вы знаете, праймерис. В них принимали участие и члены Общероссийского народного фронта. Конечно, конкуренция возросла. Но в результате был составлен список наиболее эффективных и перспективных политиков и общественных деятелей республики. И случайных кандидатов в наших списках нет. Сегодня мы идем на выборы с нашей общей программой, и она подготовлена по итогам самого широкого обсуждения во всех организациях, вошедших в Общероссийский народный фронт.
И эта программа должна быть принята на съезде Единой России 23 сентября. Я уверен, что в общероссийскую программу фронта войдут и конкретные проекты программы развития Республики Коми. После официального объявления начала выборной кампании, фактически мы проводим первую такую беседу в рамках кампании. Поэтому я посчитал для себя возможным поделиться некоторыми мыслями насчет его хода. В первую очередь, мое глубокое убеждение состоит в том, что голосование за Единую Россию акт сугубо прагматический. Этого не надо стесняться в общении с избирателями. Это ни в коем случае не надо прятать. Да, мы единственные, кто работал на территории от выборов до выборов. И нам есть что показать. Кстати, для примера, вот, только что, буквально 2 дня назад, запущен второй этап по программе детских площадок. 20 площадок крупных появились опять в каждой районе. То есть мы продолжаем реализовывать этот проект. Их бы не было, если бы там не было Единой России. И таких вещей, которых бы не было вокруг нас, в каждом районе, я знаю, нет ни по одной. Присутствующие здесь главы собрать не дадут. Поэтому я говорю. Наши критики твердят, что, мол, надо заниматься политикой, а не латанием дыр. Мы отвечаем, внимание к конкретике и мелочам и есть наша политика. Причем теперь уже официально и на федеральном уровне. В этом году мы составляем народную программу и утверждаем народный бюджет, состоящий из таких вот очень важных для каждого человека, для каждого конкретного села дома или дома вопросов. И я сам принимал активное участие в подготовке этих документов. И теперь по каждому району знаю болевые точки, первоочередные нужды и уже ищу способы их удовлетворения. Могу констатировать, что методика выбрана правильно. Это гораздо эффективнее, чем заниматься школами вообще или поликлиниками вообще. Не зря существует анекдот про среднюю температуру по больнице. Естественно, важно не только зафиксировать проблемы, но и найти пути их решения. И сегодня у нас есть для этого инструмент. Я, конечно же, говорю об Общероссийском народном фронте. Инициатива лидера нашей партии нашла понимание в обществе. И сегодня наша партия единственная, которая дала возможность прийти в политику новым людям. Равноправный участник Народного фронта, наша партия нашла возможность сформировать широкую коалицию здоровых сил. Ни одна другая партия это сделать не смогла, сколь бы громкими не были их заявления. Сама форма такого надпартийного объединения профессиональных кадров, в которые Единая Россия входит на общих основаниях, подсказывает, что прежде всего этот механизм практический. Наши уважаемые критики из других партий даже свои конференции и съезды закрывают от прессы, не пускают в зал журналистов. Мы же исповедуем принципы открытости и объединения. Мы призываем всех, кто может быть полезен для страны, работать с нами. И не ставим условий, не заставляем присягать на верность Единой России. Мы сознательно готовы пожертвовать собственными политическими амбициями для пользы дела. И делая это конкретно для республики, я бы сформулировал как повышение конкурентоспособности территории. Ни для кого не секрет, что межрегиональная конкуренция существует. В том числе и в основном как форма борьбы за деньги федерального центра. Я знаю, о чем я говорю. 4 года я, собственно, занимался выбиванием и доставанием их для республики. Именно поэтому, между прочим, Единая Россия на думских выборах закрепляет списки кандидатов за каждым конкретным регионом. Логика простая. Не может быть эффективным депутат, избранный и от Архангельской области, от Республики Коми, и от Пермского края одновременно. Потому что слишком разные территории и конфликт интересов неизбежны. Таким образом, даже в нашей политической практике фактор межрегиональной конкуренции находит свое отражение. Однако нельзя не признать, что сейчас в конкурентной борьбе мы, как республика, выиграем далеко не всегда. И вопрос здесь не только в экономике. Простой пример. Часто встречаясь с местными производителями. Постоянные жалобы. Вот, например, в Кагородке загибается ферма, а мясо мороженое везут из Кирова. Понятно, что есть законодательный вопрос. 94-й закон, который мы, кстати, сейчас переделываем. Но магазин-то местный не по этому закону живет. Что мешает брать свое, более качественное? Понятно, что сегодня с привозного больше маржа. Но завтра мы разорим ферму, и полсотни работников останутся без денег. Так что даже заводка в этот магазин будет некому приходить. Я сам экономист, не могу часами рассказывать про невидимую руку рынка, которая все отрегулирует.
Правда, в таких разговорах обычно умалчивают, что процесс этот жестокий, и проигравший днем гибнет. Но история знает и другие примеры. Когда после военной Япония показала бешеный рост, экономическое чудо за счет именно вот этого призыва «покупай свое». Что было у разрушенной Японии и чего сейчас нет у нас? Ответ только один. Консолидация и общественная солидарность. Есть только ростки этого процесса. Есть крупнейшая партия, есть Народный фронт. Среди нас в этом зале руководители предприятий-производителей, торговый бизнес, представители власти, средства массовой информации. Что мешает нам общими усилиями продвинуть вот подобный проект «Покупай наше»? У Единой России есть сейчас громадный организационный ресурс, есть возможность. Теперь важно так сформулировать и объяснить наши цели, чтобы их восприняли и все жители республики. Мы должны объяснить им, что надо жить нормально, надо не наблюдать со стороны и хаять, а работать всем вместе на общее дело. Тогда владелец магазина будет понимать, что поддерживая своего производителя, он работает на благо республики. А покупатель, выбирая эту продукцию, будет ощущать то же самое. И все это будет нашим общим вкладом в общую копилку. В начале этой недели в Вологодской области прошла очередная межрегиональная конференция «Единой России», посвященная стратегии развития Северо-Западного федерального округа страны. И партия расставила приоритеты развития на среднесрочную перспективу. Определилась с первоочередными задачами на предстоящие думские выборы. Выступая на пленарном заседании конференции, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин особо акцентировал внимание на формирование такого уникального общественного института, как Общероссийский народный фронт. По словам нашего общенационального лидера, предварительное голосование по кандидатам в Народный фронт, которое «Единая Россия» провела по всей стране, позволило выявить большое количество новых эффективных людей, которые войдут в список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. В Народный фронт пришли лучшие из лучших: врачи, учителя, инженеры, рабочие, фермеры и военнослужащие, пенсионеры и молодежь. Уважаемые коллеги, мы с вами много говорим о том, что партия – это застывшая лава, партия – это живой организм. По всей России, как и в нашей республике в частности, достаточно политических партий, как крупных, зарекомендовавших себя не на словах, а на деле, так и формальных. Но именно на Единую Россию в первую очередь уповают наши с вами избиратели. Уверен, именно сейчас настало время собирать камни. Именно сегодня мы можем максимально полно выполнить наказы жителей Республики Коми, наших избирателей. А для этого нам в рядах партии нужны инициативные, целеустремленные и принципиальные люди. Я абсолютно согласен с лидером нашей партии Владимиром Путиным, что нас ждут глобальные кадровые обновления. И Единая Россия идет на выборы вместе с представителями разных социальных групп, как партия народной консолидации. В ходе процедуры предварительного народного голосования у нас появилось очень много новых лиц, профессиональных людей с интересными идеями. Их приход во власть даст дополнительный стимул для повышения ее эффективности, поможет решить десятилетиями не решавшиеся проблемы. Теперь хочу обратить внимание на то, что фракция «Единая Россия» в Государственной Думе обновится примерно наполовину, если не больше. Об этом заявил лидер партии Владимир Владимирович Путин. С учетом результатов предварительного голосования уже можно сказать, что значительную часть мест в нашем списке на выборах в Госдуму займут представители различных социальных групп, лидеры общественного мнения, достойные специалисты своего дела. И Государственная Дума станет по-настоящему народной. Подходы к решению самых острых проблем будут обсуждаться с максимальной степенью гласности, а значит, принимаемые решения будут наиболее выверенными.
Но для этого, уважаемые однопартийцы, нам придется попотеть. И в прямом смысле этого слова. Мы с вами взяли на себя большую ответственность перед нашими избирателями. Нам оказан высокий кредит доверия, который нам необходимо оправдывать постоянно. Пассивным, безинициативным членам партии, людям, которые привыкли пользоваться партийным билетом только для решения своих проблем и прикрытия сомнительных делишек, в наших рядах, прямо скажу, не место. Приведу пример. Наши партийные проекты. В канун благотворительного марафона по сбору средств для лечения больных детей республики нами были отправлены письма в местное отделение. Каждому депутату и секретарю лично. В итоге из городов и районов Коми поступило всего лишь навсего 800 смс-сообщений. И это при том, что нас, единороссов в республике Коми, более 8 тысяч человек. И это результат. Я полагаю, честно говоря, что это никуда не годится. Это неприемлемо ни с позиции души и сердца. Ведь речь шла о нуждающихся детях. Ни с позиции партийной дисциплины при реализации проекта 1+10. Ни с позиции желания включиться в реальное дело. Здесь явная недоработка секретарей политсовета и руководителей исполкома. Это ваша задача объяснить рядовым партийцам всю важность общепартийных мероприятий. Замотивировать людей на благие дела, будь то субботник, сбор книг для детдомов или участие в любых других партийных проектах. Между тем, все мы своим поведением, своим трудом влияем на то, как простые люди понимают, что происходит, что нужно делать, как поступить. То есть своей позицией, своими словами влияем на то, как люди воспринимают реальность. Уверен, что сегодня в этом зале собрались здесь лучшие люди республики. И практически каждый из вас в определенном пространстве лидер общественного мнения. Каждый из вас авторитет на своем рабочем месте, в своем городе или поселке. И каждое ваше слово имеет большой вес, независимо от того, осознаете вы это или нет. Люди прислушиваются к вашему мнению или к отсутствию мнения. Молчание, безинициативность, ведь это тоже позиция. Люди по вам делают заключение о партии. Вы формируете настроение граждан, их отношение к тому, что делается, как меняется поселок, город, республика и вся страна в целом. И можно ли быть уверенным в завтрашнем дне? И чтобы лидер партии, глава республики, депутаты или партия «Единая Россия» не делали, от вас зависит, как это отразится в представлениях людей.